Глава республики Айсен Николаев во время послания Государственному собранию Илтумен объявил 2020 год годом патриотизма в республике Саха-Якутия. Каждый якутянин должен проявить свои лучшие качества, внести вклад в процветание родной республики и России в целом, помнить и чтить историю своей родины. Столица Якутии всего 300 лет назад была центром, откуда начиналось освоение Сибири и Дальнего Востока. От экспедиции Семена Дежнева, начиная от Нижнеколымска, далее побережьем Северного Ледовитого океана до освоения Арктики и Северного полюса Земли. Якутия является самым крупным северным арктическим регионом. Вообще, самый, наверное, крупный регион в составе национального государства в мире. Да? У нас 13 районов отнесены к арктической зоне Российской Федерации. Это, конечно, очень большая территория, практически половина территории республики. На протяжении многих лет мы активно занимаемся проблематикой, в том числе и коренных малочисленных народов Севера. В этом плане мы являемся передовым регионом. Это что касательно и законодательного обеспечения гарантии их прав. Да? Это уже признается не только другими регионами России, но и многими странами. В 2020 году постоянным представительством Республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу при поддержке отделения Российского географического общества в Республике Саха-Якутия организованы экспедиции в рамках историко-этнографического проекта «Пути великих свершений». Человек, который знает свою историю, свою географию, он больше будет патриотом, чем тот человек, который не знает ни историю, ни землю, где он живет. И мы думаем, она прежде всего должна быть обращена к молодежи, именно тем людям, которые для этих, которых мы должны возбудить интерес к истории, интерес к географии, интерес к земле, интерес к подвигу своих предков. В рамках проекта состоялись историко-этнографическая автомобильная экспедиция на остров Сахалин, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и победе над Японией. Во время экспедиции прошла совместная научно-исследовательская работа с музейно-мемориальным комплексом «Победа» по восстановлению полных списков якутян, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны на Сахалине. Открыта малоизвестная история якутских первопроходцев на Сахалине. Сахалин, и там у нас оказывается первый открыватель сахалинской нефти Филипп Павлов, якут, который в 1879 году задокументировано, что он открыл вот эти нефтяные месторождения. Научная историко-этнографическая экспедиция «Пути великих свершений» по маршруту Алгон-Горинской экспедиции 1917-18 годов русского путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдевича Арсеньева с целью изучения изменений, произошедших на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края за последние 100 лет, сравнительно с описаниями и картами дневника Владимира Арсеньева. Вот даже когда был спор, а где был Иркутск, а где был Хабаровск, такие вопросы задавались. Но в то же время, вот когда начинаешь объяснять, Иркутска не было, Хабаровска не было, других городов не было, Благовещенска не было. Да, действительно, оказывается, только Иркутск – это именно форпост России на Дальнем Востоке. Собранные материалы использованы в освещении вопросов сохранения историко-культурного наследия, выпуска телевизионных передач, создания фильмов, новых альбомов серии «Пути великих свершений», материалов для Русского географического общества, для печатных и электронных средств массовой информации. Кроме того, была организована выставка, посвященная истории освоения Арктики, Якутии, которая была посвящена памяти выдающихся арктических первопроходцев Василия и Татьяны Прончичевых. Состоялась также другая конференция под названием «Арктический вектор», которая прошла в рамках второго Северного форума по устойчивому развитию, который состоялся у нас в конце сентября в городе Якутске. Это крупная международная площадка, которая была создана как раз для обсуждения вопросов проблематики развития северных и арктических регионов мира. Мы Северный форум по устойчивому развитию в этом году провели второй раз.
Он собрал более 3000 участников из 36 стран мира. Конференция прошла в режиме онлайн. И основной темой форума в этом году стала транспортная инфраструктура на севере Иваки. Мы надеемся, что эта площадка как раз станет крупной международной площадкой у нас в городе Якутске, в республике, которая будет собирать всех мировых экспертов и специалистов в области устойчивого развития Арктики в целом. В следующем году мы проведем Северный форум по устойчивому развитию в 3-й раз, и уже тема у нас определена. Тема следующего форума это будет посвящена изменению климата и проблемам таяния вечной мерзлоты. В Тверской области открыл свои двери военно-патриотический лагерь имени Федора Охлопкова. Этот легендарный уроженец Тампонского улуса Якутии, снайпер без промаха, истребил 429 фашистов, прошел всю войну, стал героем Советского Союза, получил орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Отечественной войны второй степени и орден Красной Звезды. Именно здесь прославленный снайпер воевал и прошел всю Ржевскую битву. Идея появления такого лагеря принадлежит Республике Саха-Якутия и администрации Ржевского района Тверской области. Это удивительный факт, когда на Ржевской земле, когда в Тверской области появляется вот такой военно-патриотический лагерь имени героя якутянина. Эта работа будет продолжаться. Она получила большой горячий отклик у общественности Ржевского района. Место для лагеря выбрано не случайно. Под Ржевом во времена Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои, в которых погибло больше 1 миллиона человек. Среди павших были сотни якутян. Общественным советом Поспредства принято решение о том, что возле каждого памятника, который находится за пределами нашей республики, будет организован актив, который каждый год, не только к празднику Дня Победы, но и в течение года будет ухаживать за этими местами. Там будут проходить различные мероприятия. В школах, которые находятся в близлежащих населенных пунктах, будут проходить открытые уроки и уроки славы. Поиски останков не прекращаются и сейчас. В России нет аналогов такого лагеря, который бы не только объединил новые поисковые отряды для проведения раскопок, поиска останков и техники, но и проводил военно-патриотическую работу. Мы, думая о том, как же привлечь молодежь, чтобы она не только на словах, допустим, на мероприятиях, фильмы какие-то, сама почувствовала. И направили в 4 области России ребят в поисковые экспедиции. Молодежь, она должна все равно не только помнить, но и как-то быть сопричастной. Волонтеры из Якутии продолжат ранее начатую работу по поиску якутских солдат, погибших в Ржевских сражениях. Участникам боевых действий Сантуевым Владимиром Николаевичем, который сегодня проживает в Тверской области, была проведена большая кропотливая работа. Было определено еще новых 524 фамилии. Сегодня 1182 фамилии значатся на гранитных плитах в этом мемориале, о котором знает весь Ржевский район, о котором знает во всей Тверской области. Работа там будет продолжаться, и планируем, что будет проведена специальная дальневосточная смена для молодых поисковиков, поскольку в этих местах воевали воины дальневосточные. Представители Республики Саха-Якутия и Тверской области в торжественной обстановке возложили цветы к мемориалу советскому солдату, открытому при участии Владимира Путина 30 июня 2020 года. Монумент олицетворяет мужество и стойкость бойцов, сражавшихся и погибавших под Ржевом. В рамках межрегионального взаимодействия, сотрудничества с регионами Российской Федерации, в рамках реализации тех соглашений о сотрудничестве у нас на сегодняшний день имеется 42 соглашения с регионами. И как раз было подписано
соглашение с Новгородской областью, с Тверской областью, с Республикой Крым, где как раз мы ведем работу, в том числе и по увековечению памяти воинов-якутян. Есть такое понятие: до тех пор, пока не будет захоронен последний солдат, война не закончена. Это великая память, которая должна оставаться у нашего народа в сердце каждого из нас. Мы должны чтить и знать свою историю, историю безграничного патриотизма и героизма поколения победителей. Якутия – форпост России. В подтверждение этому стало открытие уникального арт-объекта «Здесь был». Идея его принадлежит жительнице Якутска Ладе Евсеевой, победителю во всероссийском конкурсе новых достопримечательностей «Культурный след». Ее проект – памятная стелла, автографы и цитаты о Якутии выдающихся людей, которые побывали в республике и прославили ее. Грант фонда президента России. Работа мало того, что привлекает внимание к истории Якутска, истории Восточной Сибири в целом, вообще к тому, кто были эти люди, которые осваивали эти места, кто эти люди, которые делают вот это место значимым. Да? Арт-объект «Здесь был» универсален. Здесь не только можно прочитать цитаты, но сделать селфи, а набрав QR-код, можно узнать историю жизни знаменитых людей на сайте «Здесь был» и таким образом вспомнить историю республики и нашей страны. Его главная цель, чтобы наше подрастающее поколение, вообще все, кто здесь прибывает в нашем музее, здесь находится, у нас такой большой микрорайон растет, школа вот строится здесь, да, чтобы, подходя к этому мемориалу, они задумались об этих людях и задумались о том, какой вклад они могут оставить в своей родной республике, что-то сделать в своей жизни такое, чтобы оставить такой вот след. Поэтому это, мне кажется, очень выстраивается очень хорошая логика, вот историзм и вот нынешнее и наше будущее поколение.